Да, начнем. Так, хорошо. Так. Добрый день, уважаемые коллеги, члены Республиканского методического объединения учителей и преподаватели, наставники наших олимпийцев, которые выполняли олимпиадные задания республиканского этапа Всероссийской предметной школьной олимпиады по ОБЖ 21-22 января. В этом учебном году Олимпиада претерпела существенные изменения, о которых мы вам и расскажем сегодня. Ведут вебинар Новикова Ирина Дмитриевна, руководитель Республиканского методического объединения учителей ОБЖ, председатель Республиканского этапа Олимпиады Зеленкин Николай Павлович и члены жюри Щебелев Александр Николаевич. Цель нашего вебинара – это информирование всех участников нашей сегодняшней встречи об особенностях заданий теоретического и практического тура Олимпиады, предварительное подведение итогов и определение возможных направлений совершенствования подготовки обучающихся к участию в Олимпиаде на самых различных уровнях. Так, начнем с того, что определим, какие изменения произошли в структуре Олимпиады. Олимпиада, как обычно, состояла из двух туров. Первый тур теоретический и практический тур. Я проанализирую выполнение заданий теоретического тура. Нужно сказать, что в этом году задания были представлены по разным возрастным группам. Это отдельно были представлены задания для 9 класса, для 10 и 11 класса. То есть организаторы Олимпиады вняли нашим просьбам о том, чтобы разделить задания для учащихся 10 и 11 класса, потому что программа реализуется совершенно разная в этих старших классах возрастной ступени на средней общеобразовательной школе. Далее. Если в предыдущие годы теоретические задания в основном соответствовали содержанию общей программы, то в этом году нужно сказать, что все содержания выходили за рамки школьной программы и, кроме того, были составлены на повышенном и высоком уровнях сложности. Это, конечно, внесло свои коррективы в оценивание результатов и четко определило проблемы, которые возникают при подготовке учащихся по предмету. Далее, большинство заданий состояли из двух взаимосвязанных частей. Это касается как теоретической части, так и практического тура. Нужно сказать, что содержание было не таким разнообразным, как в предыдущие годы. Например, не было заданий на безопасность дорожного движения, на обеспечение безопасности на воде и водных объектов, информационная безопасность. Не были затронуты вопросы антитеррористической безопасности. В основном вопросы все были посвящены следующим блокам. Это автономное выживание в природе, основы медицинских знаний, пожарная безопасность, социальная безопасность и основы военной службы. То есть всего 6 блоков. Хотя в предыдущие годы задания были намного разнообразнее по своему содержанию и затрагивали довольно-таки обширный спектр вопросов программы. Нужно отметить, что задания были представлены как общими, например, здесь мы видим для 9 и 10 классов общие задания, или, например, здесь показаны тоже общие задания для 9 и 10 классов, а были также задания, которые предназначались только для одной возрастной группы. Например, здесь у нас показаны задания для 11 класса. Но нужно сказать, хотя задания некоторые были общими, но они не различались по степени сложности. Все задания были в основном высокого уровня сложности.
Так, вот охарактеризуем кратко задания, которые были предложены для учащихся по проблеме автономное выживание в природе. Посмотрите, задания по организации костра и расположение сигнальных костров выполнялись учащимися 10 и 11 классов. Так, и что же здесь мы видим? Если мы будем сравнивать средний балл с баллом, который представлен максимально, то по всем категориям мы демонстрируем довольно-таки низкие баллы. Сложным оказался для учащихся вопрос расположения сигнальных костров. Так, посмотрите, средний балл не достигает даже единицы. Ну, конечно же, этот вопрос выходит за рамки школьной программы и является в основном вопросом, который дети могут изучить и теоретически, и практически в ходе внеурочной деятельности. То же самое касается вопроса определения сигнала воздушного судна. Но вот что характерно, этот вопрос у нас ежегодно бывает на муниципальном этапе. Мы его почему-то довольно-таки очень любим и часто вставляем в содержание заданий, но вот он отмечен учащимися на низком уровне. Знаки международные знаки международные знаки оказания неотложной помощи, они, конечно же, выходят за рамки школьной программы. Так, как изображается знак, какие должны быть минимальные размеры знака, так все это выходит за рамки школьной программы. И, конечно же, для девятиклассников, у которых только начинают систематизироваться знания по обеспечению безопасности в разных условиях, понятно, что они демонстрируют такой вот низкий результат. Вопрос определения сторон горизонта по объектам культа, он входит в содержание школьной программы, и балл, как видите, уже несколько выше. Определение места для лагеря. Было предложено несколько вариантов экосистем, где можно расположить лагерь, и в основном-то дети справились с этим заданием. Но вот обоснование отказа выбора, так, здесь уже нужно было объяснить, почему. Например, во овраге нельзя разбивать лагерь, почему нельзя разбивать лагерь на поляне с одиноко стоящим деревом. И был очень интересный вопрос, что нельзя разбивать лагерь на территории, где растет багульник. И оказывается, наши дети не знают, что такое багульник. Они отвечают, что, мол, среди зарослей багульника можно порвать одежду, неудобно будет здесь разбивать лагерь, и некоторые даже отвечали, что здесь будут прятаться дикие звери, и это будет предоставлять опасность. Хотя багульник мы должны уже изучать с детьми, когда речь идет о биологически опасных объектах, и багульник – это типичное растение Республики Коми, и, по-моему, не знать его должно быть стыдно. Извините, пожалуйста, за такой комментарий. Так, следующий блок заданий был посвящен проверке основ медицинских знаний. Все задания были высокого уровня сложности, выходили за рамки школьной программы. Так, и вот, конечно же, описание вариантов. Нужно было описать варианты устойчивого положения тела при разных травмах. Девятиклассникам это тоже было очень трудно, потому что у них нет систематических таких вот знаний по основам медицинских знаний к этому времени. Такой вопрос, наверное, логичнее было бы задать учащимся 10 или даже 11 класса. Тем более, что нужно было дать обоснование, то есть объяснить, почему нужно вот так вот располагать человека вот при том или ином виде травмы. И поэтому здесь вот всего лишь 50% участников Олимпиады выполнили такое задание.
так и баллы очень низкие. Вот не написала, извините. Характеристика мероприятий при биологических, социальных, чрезвычайных ситуациях. Здесь задание было на установление соответствия, то есть были перечислены мероприятия и дана их характеристика. Ну, процент выполнения здесь мог бы быть и выше, но сыграло то, что учащиеся плохо ориентируются, плохо читают текст, вот как раз плохо читают текст, и это не позволило найти подсказки для того, чтобы правильно определить соответствие. Ну вот, например, если мы возьмем вот этот вот, прочитаем, вот эту вот характеристику прочитаем, так, то здесь уже видно, что вот мероприятия, которые создают зону обсервации. То есть понятно, что это уже определение будет относиться к пункту 2, так, а по-моему, этот карантин, он уже будет вот сюда относиться. То есть нужно было бы внимательнее прочитать. И вот то, что дети невнимательно читают, само задание и неправильно читают, или вообще полностью не читают и не анализируют текст, это приводит к тому, что оценки получаются низкими. То есть о чем это говорит? Это указывает на то, что нужно формировать у учащихся информационную компетентность, то есть умение читать текст или внимательно изучать иллюстрацию и находить ответы, находить информацию, исходя из этого текста или графического изображения. Характеристика возбудителей инфекционных заболеваний. Задание тоже повышенного уровня сложности, потому что требует знания из области биологии. Бактерии, вирусы, рикетсия, грибы паразитические. Но так примерно неплохо знают материал, и особенно вот 10 класс дает нам 91% учащихся выполнили это задание, а 11-классники выполнили задание несколько хуже. Трудным оказался вопрос звенья эпидемиологического процесса. Так. Чем это объяснить? Объяснить можно только тем, что учащиеся не знают эти звенья. Или это просматривается очень бегло в школьной программе, или на занятиях по основам медицинских знаний не рассматривались тщательно, или при подготовке на это тоже не обращали внимания. И вот на что еще нужно обратить ваше внимание, на то, что учащимся требовалось определить общее понятие. Например, в данном случае нужно определить понятие биолого-социальной чрезвычайной ситуации, исходя из характеристики мероприятий. Но никто из учащихся этого не сделал. Практически нулевой был ответ. То есть перечисляются мероприятия, о которых мы с вами уже говорили, да, вот эти мероприятия перечисляются, и требовалось, каким общим термином объединяются эти мероприятия. А термин можно вывести только на основе чего? На основе аналитико-синтетической деятельности. Таким образом, мы упираемся в то, что необходимо формировать у учащихся логические умения. И сформировать понятие – это не значит просто дать понятие так в виде термина и его продиктовать. Понятие – это сложная логическая операция, которая требует соблюдения определенных правил. Но так как я знаю, что урок ОБЖ – это 1 раз в неделю, то никаких правил мы здесь не соблюдаем. Поэтому и получается, что дети терминологию знают плохо, не понимают ее. Некоторые задания были связаны конкретно с областью практической деятельности. Вот, например, такое вот интересное задание – обеспечение безопасности при катании на ледяных горках и на аквагорках. К сожалению, дети опять не читают внимательно задания. Ну и что тут может быть сложного при определении опасностей, которые могут возникнуть на горке?
И для 9 класса здесь была оценка в 4 балла, для 10 класса 8 баллов. Некоторые учащиеся девятиклассники полностью не дали ответа на этот вопрос, не стали отвечать. Поэтому здесь мы пишем 78% выполнения этого задания. Десятиклассники ответили все, но продемонстрировали очень низкие баллы. Правило катания с горки. Здесь какая возникла проблема? Подразумевалось, что предполагалось, что ответы будут исходить из того, что дети катаются на горке сидя. Так? Некоторые усложнили себе ситуацию и стали объяснять, на чем катаются с горки. На ледянках, на ватрушках, на тюбингах, кто как писал. Так, и это усложнило написание ответа. Оценивалось, особое внимание обращалось на то, как нужно скатываться с горки. Ногами вперед, лицом вперед. Вот там, где стояли вот эти ответы, так, то балл был достаточно высокий. В 9 классе предлагалось перечислить правила катания на аквагорках, причем этот вопрос сопровождался иллюстрациями в виде различных знаков, которые запрещали или регламентировали то или иное действие. И вот обратите, пожалуйста, внимание, что когда идет формулировка ответа на какую-то зрительную опору, так, то здесь уже баллы выше, существенно выше. И ответов, и учащихся, ответивших на вопросы, тоже много, почти что 100%. Один только ученик из 9 класса не стал отвечать на этот вопрос. Может быть, я предполагаю, что у него, может быть, не было опыта катания на аквагорках, и он не сумел разобраться вот в этих знаках регламентирующих. Всегда особое внимание уделяется вопросам, теоретическим вопросам и практическим заданиям по обеспечению пожарной безопасности. Для 9 класса были предложено задание по характеристике групповых знаков безопасности, и детям нужно было определить, было изображение, художественное изображение какого-то значка, так, и детям нужно было дописать, что этот значок обозначает, и указать, какое цветовое решение здесь предусмотрено. И опять же, зрительная опора есть, и уже качество ответа повышается довольно-таки очень существенно. Так, определение класса пожароопасности. Здесь опять нужно указать на то, что это задание, простите, слово опять, это задание направлено на сериацию, на умение проводить сериацию, то есть располагать объекты, процессы в порядке или уменьшения, или повышения какого-то значения. В данном задании рекомендовалось распределить экосистемы в порядке повышения пожароопасности. И вот что замечательно, что все учащиеся правильно определили, что высокий уровень пожароопасности характерен для лесов, которые состоят из хвойных пород. Именно это конкретно прописано в учебнике. Хвойные породы, плюс еще захламленность экосистемы, так это, конечно, провоцирует пожароопасность. Но дальше, это была 5-я позиция, да, но 4 остальные позиции никак не могли расставить правильно. Хотя можно было бы рассуждать так, что если в экосистеме преобладают лиственные породы, ольховники, березняки, что у нас еще там? Ольховник, березняк, осинники, да, то ясное дело, что это такая экосистема, она не будет обладать высоким уровнем пожароопасности. И если подумать, если бы дети подумали, то можно было бы уже это задание выполнить более правильно, более качественно. Тут надо было просто логику включить. Следующий вопрос, тоже он общий был для 9 и 10 классов, способы и технические средства пожаротушения. Выполнение учащимися этого задания
выполнение где-то в пределах 50% набранных баллов. Что детей смутило? Просили перечислить способы и технические средства пожаротушения. Вот технические средства-то перечисляли хорошо, а способы пожаротушения практически не перечисляли. Для 11 класса было предложено задание на установление соответствия между средствами пожаротушения и характеристикой класса горючих веществ. Это задание было на установление соответствия, и его выполнили все учащиеся, набрав примерно половину баллов. Ах, вот это куда у меня попало, извините, пожалуйста. Вот это вот задание было. Вот это вот было задание, и нужно было разместить экосистемы в порядке увеличения их пожароопасности. Так, гражданская оборона. Задания по гражданской обороне выполняли учащиеся только 11 класса. Так, и посмотрите, пожалуйста, вот характеристика сооружений гражданской обороны выполнена из 6 баллов, примерно на 30% баллов набрано у нас, да? А вот определение термина «защитные сооружения гражданской обороны», посмотрите, 0 баллов. Хотя в самом задании было написано «дайте характеристику защитных сооружений гражданской обороны». И потом шло перечисление этих сооружений: противорадиационные, укрытия гражданской обороны и убежища. Вот все было в самом задании для того, чтобы выполнить, определить этот термин. Но не смогли, никто, даже близко. Везде стоит 0, как не приступившие вообще к выполнению этого задания. Так. Установление соответствия между марками противогазовых фильтров и их предназначением. Так, это задание было повышенного уровня сложности и требовало установления соответствия. Здесь учащиеся справились с этим заданием удовлетворительно. И перечисление мероприятий гражданской обороны, к сожалению, очень низкий процент выполнения баллов. Нужно было дать свободный ответ, то есть это сложное задание, и выполнение не очень хорошее такого задания. Что у нас получается? Что лучше всех задания выполнили девятиклассники, теоретические задания. В 9 классе принимали участие 14 человек олимпийцев. Из них 8 человек набрали больше 100 баллов. А нужно было набрать за теорию, надо мне было сказать раньше, 200 баллов. То есть это у нас такой показатель идет, значит, максимум 200 баллов. И набрали больше 100 в 9 классе 8 человек. Это очень хороший показатель. Нужно отметить, что среди 10 и 11 классов больше 100 баллов набрали только 3 человека. О чем это говорит? Это говорит о том, что 9 класс у нас представляет очень такой хороший резерв, который придет на смену 10-классникам и 11-классникам. Значит, нужно дальше работать с 9-классниками не только в направлении оттачивания практических каких-то умений, но и еще я порекомендую, чтобы все-таки и при изучении теоретических вопросов программы, и при изучении, и при формировании практических умений делать акцент на анализе ситуации, делать акцент на объяснении, на установлении причинно-следственных связей. Если выполняются какие-то действия, например, определение степени пожароопасности, степени ядовитости каких-то, например, организмов, да, чтобы была включена логика, не просто перечислять и знать, да, а именно понимать, что это такое, потому что все знать невозможно. Но когда обучающийся видит какие-то связи между самыми различными понятиями, он может уже сделать какое-то обобщение и сделать необходимый вывод.
И сейчас, значит, вас призываю к тому, что все-таки нужно понять в условиях реализации федерального государственного образовательного стандарта. Мы его уже не можем назвать новым, потому что он работает так уже на протяжении нескольких лет. И внеурочная деятельность, она как раз направлена на реализацию рабочей программы по ОБЖ. Не только через уроки, но и во внеурочную деятельность. Для того, чтобы добиться хороших результатов, необходимо, конечно же, устанавливать очень тесное сотрудничество со смежными организациями, которые помогут учащимся понять необходимые действия в тех или иных ситуациях, сформируют необходимые умения работать с каким-то оборудованием специфическим. Так? Ну и, конечно же, при этом будут удовлетворены и познавательные интересы учащихся, и их профессиональные потребности. Сейчас я передаю слово преподавателям, членам жюри, которые вели практические туры, и они расскажут об особенностях проведения практических туров. Так, я слово предоставляю Зеленкину Николаю Павловичу, председателю республиканского жюри нашей Олимпиады. Пожалуйста, Николай Павлович. Здравствуйте. Хочу коснуться и теоретического тура нашей Олимпиады, и практического. Но так как, я думаю, Ирина Дмитриевна Новикова очень подробно изложила теоретический тур Олимпиады, то я больше коснусь практического тура, потому что и присутствовал там, и проводил в 10-11 классе этап НВП начальной военной подготовки, которые у нас проходили в 12-й школе. Этап был очень интересный в этом году, потому что он предполагал умение снаряжать магазин и затем уже практическую стрельбу. То есть участники должны были снарядить в магазин определенное количество патронов, потом мы их подсчитывали, и исходя из этого уже выдавали пульки пневматические им. Если участник снаряжал за 35 секунд юноши 25 патронов и более, выдавали все 5 пулек участнику. Если 20 патронов, 4 пульки выдавались. А если 15 и выше, ниже уже не буду обрисовывать, потому что ниже, чем 3 пульки, участники у нас не получили. Уровень все-таки снаряжения магазина у девчонок и у мальчишек был нормальный. В отличие от юношей, девчонки снаряжали магазин за 45 секунд. То есть, уже выходя на исходный рубеж, они стреляли или 3 патронами, или 4, или 5. Исходя из этого был и результат. И баллы очень различные были. От 0, 9, 19, 40 и 50 баллов самый высший, так сказать, результат был. Если участник снаряжал магазин 25 патронами и выше, получал 5 пулек, стреляя в мишень номер 8, обнаружилось на огневом, значит, у мишени 5 попаданий, это составляло наиболее максимальное количество выбитых, как сказать, максимальный результат, очень высокий результат. Поэтому разница в итоговых, как бы, подведении итогов была очень большая, от 0 баллов до 50. Ну, поначалу еще патроны были не очень хорошие, которые в ходе, значит, стрельб мы заменили. И хочу отметить то, что
на все этапы в положении у нас сказано практического тура допускаются, как и теоретического, после объяснения, только участники Олимпиады, а представители и руководители как бы удаляются, и если присутствуют, то не на самих соревнованиях. Ну, из-за минусовой погоды мы пошли навстречу, хочу сказать. В следующий год мы так будем не делать. Не будем так делать, потому что некоторые товарищи давили на жалость и говорили, вот мы с деревни, нельзя ли перестрелять. Ответ был такой, одинаковые условия ко всем участникам. Мяч круглый, и это соревнование. Как бы, насколько настрелял, столько баллов и получил. Это касается, как бы, того тура, на котором был я, который мы проводили вместе с Грекаловым Николаем Николаевичем. То есть хочу отметить, что в следующий соревнования, в следующий год будут представители жюри и участники 10-11 классов без преподавателей, чтобы не возникало вот такой двоякой ситуации. По этому этапу у меня все. Но хочу дополнить еще, если что касается по медицинской подготовке. По медицинской подготовке несколько лет задание было одно и то же. Анастасия Александровна Распутина говорит, что задание не отличалось. Единственное отличалось, что в 9 классе по содержанию одно и то же. Оно было выведено отдельным этапом медицинской подготовки, а в 10-11 оно было заданием 3.3 пожарной подготовки. То есть там задание 1.1, 1.2 и 1.3 уже медицинская подготовка. По туристической подготовке, по туризму задания были интересные, отличались чем? По содержанию. Тем, что нужно было 2,5-3 килограмма с рюкзаком преодолевать препятствия, а 10-11 класс, так как у них есть, видимо, основа военных знаний, то это делалось с автоматом. И этап, если нарушения были небольшие, то нужно было еще автомат этот разобрать и собрать. Следующее. Задания были переходящие один в другой, последовательные. То есть туристическая подготовка, задание, допустим, 1, 2, 3. Пожарная 1, 2 в 9 классе, 1, 2, 3. Это самое в 10-11. То есть последовательно друг за другом. Следующее. Я бы не сказал, что были очень сложные, бывали и сложнее. Отличие было в чем? Ирина Дмитриевна сказала, что и в теоретической части как бы гражданской обороны был минимум, а в практической части вот этот блок в этом году вообще отсутствовал. То есть вот этого блока не было, и, соответственно, на одно задание участников было меньше. И по времени это меньше времени заняло, и по содержанию, и по объему, я считаю. Я же так удивился, думаю, каким образом, почему так. Но участникам, разработчикам программы виднее, они стараются с каждым годом разнообразить программу и теоретического, и практического тура, вносить что-то новое и необычное, чтобы оно не повторялось. Но что-то, конечно, повторяется, что-то очень оригинальное, вот да. Это очень понравилось, что именно что внесли, кто снарядил сколько количество патронов, тот столько пулек и получает. Соответственно, разнообразное количество очков, очень разнообразно, от 0 до 50 в начальной военной подготовке. Магазин стрельба, я имею в виду. На всех этапах у 9 класса мы в школе были, а на всех этапах 10-11 класса я присутствовал, смотрел. Дисциплина, порядок обеспечивались как нашими
членами жюри, так и помощниками, студентами. Добросовестно все выполнялось, качественно. Никто не старался обидеть наших участников. Как всегда, относились доброжелательно. Ну, и хочу передать слово члену жюри Щебелю Александру Николаевичу. Пожалуйста, Александр Николаевич. Всем добрый день. Зовут меня Александр Николаевич Щебелев. Я преподаватель Сыктывкарского учебного центра МЧС России. На данных Олимпиаде я принимаю участие уже 3-й год. Именно принимаю на пожарной безопасности. Каждые 3 года какие-то идут изменения. В этом году, сразу скажу, и для 9, 10, 11 классов было сложное, именно сложный этап с универсальной спасательной петлей. Это новый вид упражнений, который не знаком и детям. Ну, честно говоря, признаюсь, даже не во всех подразделениях, потому что не так давно она стала использоваться. По пожарам, что на данном этапе? Какие замечания? Повнимательнее, когда у вас идут условия выполнения упражнений, повнимательнее доводите их до студентов, слушателей, учеников. Если там прописано, не менее 2 карабинов нужно застегнуть. Моя подсказка вам, не надо закреплять 3-й карабин. В условиях сказано 2, можно 2. Это все-таки время. Мы готовим все-таки на, скорее всего, там всероссийскую кто-то будет, дальнейшие этапы. Это все-таки секунды, которые необходимы и для снятия боевой одежды, и для фиксации его. То есть, положено не менее 2 карабинов, можно застегнуть. Там на боевой одежде всегда 3 карабина. И 1 карабин можно не застегивать. В правилах это проговаривается условно, да, если мы посмотрим за текст. Очень медленно одевают их, да, соответственно, по этим одевают. По универсальной петле веревки, то есть прописано условия. Мне было, честно говорю, мне было жалко, я не мог подсказать при выполнении упражнений, когда дети выполняют неправильно. Как член жюри я не имею права подсказать. Соответственно, четко в условиях прописано виды петли. Там простая, за руки, за ноги, одиночная, двойная и так далее. Они, значит, четко должны выполнять то, что прописано в положении по Олимпиаде. На это нужно прописывать. По итогам предыдущих годов, там, например, было использование средств пожаротушения, то есть использование первичных средств пожаротушения, огнетушителей. Многие дети тоже бывают иногда путаются, но прокладываются. По прокладке рукавных линий в прошлом году были такие, то есть путались соединения. Я скажу своим термином, там полугайки определенного диаметра. Что могу вам посоветовать в данной ситуации? Ни одно пожарное подразделение не откажет в помощи, если вы к ним обратитесь и факультативно придете к ним в подразделение. Они покажут, как одевать боевую одежду, как ее укладывать, как подсоединять рукава пожарные, что такое стволы, что такое переходники, арматура. Все это в любом подразделении, в сельской местности, в городах, не откажут. Можете просто выйти на имя начальника подразделения, попросить, и вам проведут экскурсию и даже покажут, как это делать. Пожалуйста, подходите. В Сыктывкарском, то есть здесь учебный центр у нас есть, то есть можете и подразделений в любых. Не было таких возможностей, чтобы они просто отказывали. Приходите, и вам именно покажут. И больше нужно проводить занятия именно факультативно, потому что некоторые моменты... Я пролистал учебники с 8 по 11 класс по ОБЖ. Очень мало то, что относится, то, что выносится на Олимпиаду. Соответственно, это нужно проводить факультативно, дополнительно, в неурочное время, доводить до детей. Какие-то вопросы будут, то есть всегда вы можете выйти через Зеленкина Николай Павлович, то есть какие-то вопросы, непосредственно обращаться в Сыктывкарские учебные центры, пояснить, всегда мы это сможем. В принципе, у меня все по данному моменту. Да. Спасибо большое. Так, ладно, так, немножко. Так,
Это мы хотели вам сказать, уважаемые товарищи. Я очень благодарна Александру Николаевичу, что он поддержал меня и еще раз обосновал, почему необходимо усилить нам внеурочную деятельность и все-таки организовывать сетевое взаимодействие со всеми теми структурами, которые позволят, чтобы учащиеся не только на теории, но и на практике ознакомились вот с теми видами деятельности, которые необходимы. Ну, в завершение хочу сказать, что все работы учащихся олимпиадников сейчас размещены в их индивидуальных кабинетах. Вы можете ознакомиться с выполненными заданиями. Так, и сегодня до 18:00 вы имеете право подать апелляцию. Завтра, если апелляции будут, завтра мы рассматриваем эти апелляции. Оформляются предварительные данные, и 5 февраля будет произведено размещение итогового протокола и определены победители и призеры Олимпиады. Я поздравляю всех участников Олимпиады, потому что встреча на таком уровне, она всегда нас всех обогащает, делает жизнь интереснее и насыщеннее. Так что всего вам хорошего, будьте здоровы, до свидания, до следующих Олимпиад.